конференции. Наша конференция будет проводиться на 2 языках, для того, чтобы присутствующие в зале журналисты и люди, которые не понимают татарского, могли понять, о чем идет речь, и правильно осветить это перед другими зрителями. Для удобства работы конференции в зале будут работать 2 распорядителя. С левой стороны Альмир, с правой стороны Айдер. Если кто-то пожелает выступить, достаточно подать им заявку, записку, они все передадут на сцену. План работы нашей конференции таков. В начале отчетный доклад о работе конференции за прошедший период с 28 января по 12 мая сего года. Далее выступление членов исполкома КТНФ, которые расскажут о своем видении сложившейся ситуации. После этого выступление ветеранов национального движения, в поддержку которых создан Крымско-Татарский народный фронт. Регламент для основного отчетного доклада до 15 минут, выступление участников до 5 минут. На конференцию приглашены руководители организаций, входящих в состав Крымско-Татарского народного фронта, а также ветераны национального движения, члены постоянно действующего собрания ветеранов национального движения. Сегодня мы собрались здесь для отчета исполкома Крымско-Татарского народного фронта, для отчета о проделанной работе по 2 инициативам ветеранов народного движения. Первое – это о принятии до 18 мая 2012 года Закона Украины о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. И второе – о проведении 18 мая 2012 года на центральной площади города Симферополя чрезвычайного общенародного собрания крымско-татарского народа с нормой представительства 1 делегат от каждой крымско-татарской семьи. Особо хочется отметить важнейший принципиальный фактор деятельности Крымско-Татарского народного фронта. Наш фронт – это не фронт против Украины, не фронт против славянского населения Крыма. Крымско-Татарский народный фронт – это объединение всех прогрессивных сил крымско-татарского народа в борьбе за благородное и богоугодное дело – восстановление прав и реабилитацию репрессированного крымско-татарского народа.